Как только лечащий врач одобрил полет, Аслан Габоев смело отправляется покорять высоту и небо. Ему 104 года. Он полон сил, энергии и желания покорять вершины. Новый рекорд долгожитель совершает на пародроме Fly Чегем в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарской республики вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту Игорем Потапкиным. Для кавказского мужчины нет ничего невозможного. Словно орел в небе, Аслан Габоев парит над крутыми скалами Чегема и спускается с новым рекордом. С результатом 104 года, 3 месяца и 4 дня объявляю рекорд официально зафиксированным. Покорить небо Аслан Габоев мечтал давно. Свое твердое желание полететь на параплане он изъявил больше года назад, когда побывал на одном из подобных мероприятий. Свой рекорд старейшина посвятил стране, своему народу, а также пожелал участникам специальной военной операции скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми. Аслан Габоев всю свою жизнь был охотником. Для него горы – это место силы. Здесь он чувствует себя свободным и счастливым. Я всегда бывал там. Видел и хотел, пригласили меня полететь. Я поехал. Ощущение очень спокойное, очень хорошее было ощущение. Летал, я как птица летал. Ты видел, как летают орлы, это ты рассказывал? Да, орлы тоже видели, орлы тоже там. Страшно было? Страшно. Какое страшно? Как земля ходил, так и я летел я. Мы все были против тому, чтобы чтобы на этот шаг он пошел. Но он сказал, что на эту тему разговор уже раз пошел, я это сделаю. И он это сделал. До последнего я, например, надеялась, что может погода испортится, или может он сам передумает. Да нет, он решил, он сказал, он сделал. У Аксакала 8 детей, 17 внуков и 51 правнук. 4 его братьев погибли в годы Великой Отечественной войны, а 5 сестер прожили больше 100 лет. Долгожитель на своем примере доказывает всем, что нет ничего невозможного. К ингушскому народу у Аслана Габоева особое отношение. Вместе пережили депортацию в далеком Казахстане, вдали от дома. В Степняке жили, в Казахстане, Степняк был. Золотые прииски были. Вот там ингушами вместе, как одни братья жили мы. Там Кадзоевы, Хамхоевы, Сурхаевы, Шамхаловы. Вот это ингуши были. То есть они все как один, друг за друга, один не воин, правильно? И они были все вместе в сплоченность с ингушами. Это он всегда рассказывает об этом, что этот народ очень честный, справедливый, дружелюбный народ ингуши. Возраст – это только отметка в паспорте, говорит и президент Федерации альпинизма и скалолазания Ингушетии Беслан Гудиев. Ему 70 лет, и он каждое утро начинает со спортивной разминки. Свою жизнь ему сложно представить без спорта. Беслан Гудиев и сегодня даст фору молодым людям. Каждое утро начинается с намаза. После намаза уже со спорта. Разминка. Через 2-3 дня на стадион. 10 километров. А без этого не могу. Уже все, болезнь. И сколько лет вы этим занимаетесь? Этим занимаюсь? Ну, вот этим занимаюсь почти, можно сказать, всю жизнь. Беслан Гудиев свое первое восхождение совершил 28 августа 2017 года. Альпинист покорил Эльбрус. С тех пор любимый спорт стал для него делом всей жизни. Недавно в честь столетия со дня образования ингушской государственности он поднял на вершину горы ингушский флаг. Беслан Гудиев поднимался 5 раз на Казбек, 208 раз доходил до вершины Столовой горы. В последний раз он установил для себя личный рекорд. За 2 часа и 18 минут он поднялся на Столовую гору. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поддержал спортсмена в его желании покорять вершины. Специально для него по поручению руководителя региона в Альп-лагере установили комфортный дом-вагон. У Беслана Гудиева 5 детей, 35 внуков и 1 правнук. Родные уже не просят оставаться дома. С рассветом при виде гор он снова и снова устремляется в горы. Вот я утром ухожу после намаза, ну, четки по двору хожу, выхожу на улицу, смотрю, если горы чисто видны, я не могу
Сразу собираюсь, еду на столовую, поднимаюсь. Вот. И успокоение себе нужно. Если здесь наравне настроение испортится, тут шум, гам, и сразу сажусь в машину, еду в Джейрах, на столовую, разгружаюсь. Возраст, я считаю, что человек сам определяет свой возраст. Мне по жизни, я говорю, 26 лет. Чего, никаких 70, никаких 80, 26 лет. А это Иса Гулоев, который в свои годы поднялся на Столовую гору вместе с другими жителями. Вообще секрет кавказского долголетия кроется в первую очередь в силе духа. Наши старики во все времена показывали выносливость и трудолюбие. Они занимаются бегом, поднимаются на горы и подают лучший пример подрастающему поколению. Наши герои – это люди, которые, несмотря на свой возраст, учатся новому, постигают знания и совершают настоящие подвиги. Рина Цычоева, Султан Булгучев, Магаз 24.